журналистский путь, потому что мы знаем, что ты давно много где работал, мы тебя видели, слышали. Насколько давно ты вот в этом медиапространстве, скажем так? Ну, уже почти четверть века получается. То есть я начал какие-то первые вещи делать еще когда в школе учился. Потому что у меня родители, есть такой небольшой кабельный телеканал в Эстонии, Рассен, он принадлежит моим родителям, он до сих пор, кстати, работает еще. Вот, и, в принципе, там я стал уже какие-то первые шаги делать. И по окончании школы в 97-м поступил в Таллинский университет на отделение журналистики. Ну и как-то вот так потихонечку одно за другим. Пока учился, что-то делал тоже параллельно. В основном так, писал статьи какие-то. Потом после университета начал работать на радио. Ну и там все вместе. У меня постоянно было и радио, и телевидение, и в интернет я писал. И у меня даже есть такой опыт интересный. Я даже писал для женского журнала. Да. Журнал Яна. Да, у них была рубрика такая, как называлась, «Мужской взгляд» или «Его взгляд», что-то такое. Не знаю, например, майский номер посвящен свадебной тематике. Да? Ну, вот, и я там писал что-то на тему того, что как мужчина относится к свадьбе, да? Что любая девочка хочет выйти замуж, а любому мальчику это нафиг не надо. Да? Был такой опыт, так что в этом отношении, ну, там, без всякой ложной скромности, могу себя назвать одним из самых опытных журналистов нашей страны, хотя бы потому, что я действительно во многих очень жанрах поработал на разных каналах, в разных форматах, и в развлекательном, и в информационном, и в аналитическом, в общем. А еще Андрей не сказал, что преподавал в университете? Это тоже было, да. Я преподавал 10 лет в Таллинском университете. И даже некоторые журналисты этого плюс, по-моему, у тебя учились. Даже многие, да, даже многие были моими студентами. Но вот сейчас, например, в редакции Кофе Плюс у нас 5 человек, 3 редактора и 2 ведущих. Вот, мы следом ведущие, и 3 редактора у нас: Юля Сокол, Юля Тислер, Миша Малкин. И все трое, они учились у меня в свое время. Вот. Так получилось. Я был молодой парень, мне был 21 год. Мама говорит, вот в газете объявление прочитала: Радио 4 ищет редактора в службу новостей. Иди. Я говорю: мам, ты что, Радио 4, это же радио для пенсионеров. Это шутка была же. 94,5, да, Радио 4, 94,5. Это средний возраст наших слушателей. И я говорю, я там думал, что я могу там на русском радио работать, на Sky радио. Какое Радио 4, мам, ты что? Она говорит: дурак, это же самое там, популярное радио, самое вообще стабильное место работы, иди. Вот был конкурс, просто надо было каких-то несколько заданий сделать. Потом отобрали 4 человек, которых стали обучать, из них 2 выбрали, кого приняли на работу. Я, кстати, не прошел сначала, меня не взяли. Вот. Это вообще, кстати, отдельная история с этими конкурсами. Меня не взяли тогда на Радио 4, взяли тогда моего хорошего друга и коллегу, он до сих пор на Радио 4 работает, Андриан Череменин. Вот, взяли его и еще одного человека. Но вот тот один, по какой-то причине он как-то не прижился, да, уже в первые месяцы стало понятно, что он не проработает долго. А мне настолько понравилось радио, я сказал, что хоть меня и не взяли, говорю, можно я буду что-то делать здесь как внештатной работе. Я делал какие-то репортажи, интервью, вот, и все равно там появлялся, все равно ходил. И вот в какой-то момент мне сказали, там, буквально пару месяцев прошло, сказали: да, вот, с 1 января мы тебя в штат берем. Отлично. Вот. А на телевидении даже тоже, кстати, смешная история была. В свое время, я тут скачу с одного на другое. В общем, получается, на Радио 4, придя туда после университета, я проработал там 7 лет. Почти 7 лет, после чего меня с позором выгнали оттуда. Вот. Это была такая история, в свое время очень нашумевшая, сегодня про нее, наверное, уже никто не помнит. В общем, выгнали меня из-за вымысла Лотти. Вот. И когда создавали канал ТВ+, в 2015 году, да, тогда набирали команду, и Даша Сар, которая тогда была главным редактором канала, она нашла для вечерней вот этой вот передачи, для передачи «Твой вечер», она нашла ведущую Аню Сапроненко. Вот. Аня Сапроненко, я ее знаю с детских лет, со школы еще, мы вместе работали в детском лагере, мы вместе играли в КВН, в общем, мы давно знакомы. Потом она уехала в Москву, какое-то время работала там, и на НТВ, и на МТВ она работала. Он такой вот, у нее бэкграунд был достаточно солидный, она действительно очень яркая, эффектная, харизматичная. В общем, когда она вернулась в Таллин, и тут создавали канал, в общем, все как-то совпало. Аню Сапроненко взяли ведущей для этой передачи. И
искали в пару ведущего, да, то есть мужчину, должны были мальчик и девочка быть. И когда у меня спросили, с кем ты хочешь работать, Сапроненко сказала, я хочу работать с Титовым. Вот. А когда мне позвонила продюсер с телевидения, я посмеялся, потому что я думал, что это персона нон-грата. Хотя уже там прошло довольно много лет, но я все время был там персоной нон-грата в этом отношении, потому что вот была тогда та история вот такая. Вот. И тем не менее, Дарья Сар, как руководитель, она настояла на том, что вот нам это надо, значит пусть приходит. Я пришел, там тоже было что-то типа общего кастинга, и как мне потом сказали, ты на этом кастинге на самом деле не очень смотрелся, но ты не был там лучшим, да. Но Сапроненко сказала, нет, я хочу работать с Титовым. Так вот оно как на телевидение попадает. Везде человеческие связи. Ну, везде связи, да, но не знаю. Не то, что прям все отношения. Да, без всякой ложной скромности могу сказать, что, наверное, они со мной все-таки не ошиблись. Конечно. Ты все время работал в русскоязычном медиапространстве или даже эстоноязычном тоже? Ну, эстоноязычный у меня такой опыт достаточно скромный, то есть у меня есть там несколько публикаций. Это было буквально так, что вот что-то, например, я даже не помню по какому поводу, что-то меня, например, настолько цепануло, что я там, написав текст на русском языке, опубликовав его там, допустим, в газете МК Эстония, после этого я посчитал, что этот текст хорошо бы там опубликовать и на эстонском языке, и писал по-эстонски, отправлял его в эстонскую редакцию, его публиковали. Но это буквально там, не знаю, на пальцах одной руки можно перечислить. Сейчас я делаю раз в 2 недели на Викер Радио, там есть рубрика «Вена Медиа Юлевады». Да, и раз в 2 недели я делаю это в среду, по средам идет передача «Удис Плюс» называется. Вот, то есть там каждую среду есть эта рубрика, я делаю через неделю. Но я просто чаще, мне тяжело, у меня график такой плотный достаточно, чаще тяжело. Вот раз в 2 недели я это делаю. И в этом году у меня был первый опыт, в 42 года, первый раз, так сказать, потеря невинности фактически. Я провел прямой эфир на эстонском языке. Это было во время чемпионата Европы по футболу. Там была такая вот, ну, там была футбольная студия, да, где эксперты там обсуждали игры, там, тактику, расстановку, там все дела. Вот. И плюс там в перерыве между играми там было полчаса, ну 25 минут по факту передача. То есть тоже на футбольную тему, но там приглашали разных ведущих, в том числе тех, которые к спорту вообще никакого отношения не имеют. Ты играешь? Ну, я играю. Там еще смешно было, я как раз за неделю до этого сломал ногу, то есть я сидел в гипсе. Мы взяли как раз тему для обсуждения любительский футбол. Любительский футбол как бунт у Пушкина, да, как русский бунт у Пушкина, бессмысленный и беспощадный. Да, вот любительский футбол, мы говорили про любительский футбол, я сидел в гипсе, это было довольно смешно. Вот. Причем мы такую сделали именно такую русскую студию, то есть я позвал своего хорошего приятеля Вадима Белобровцева, потому что он вице-мэр, да, в том числе по вопросам спорта. Да, и сам тоже когда-то играл в футбол. И мы играли даже с ним вместе, и друг против друга. И позвал Сергея Парейка, который в прошлом футболист, вратарь сборной Эстонии. И вот 3 русских сидели, говорили на эстонском языке. Это было довольно забавно. Но вот такой вот у меня был первый опыт. Комментарии были к вашей этой со стороны эстоноговорящих? Да, кстати, мне, например, один написал парень, с которым мы играли в футбол вместе. Он мне написал прямо, что спасибо за передачу, ты вообще такой вот другой, что это было так здорово. Но все-таки в этом отношении, как ни крути, вот мы сегодня, там заявленная тема была, там, медиаполя, да, там, вот в этом отношении очень часто от эстонцев приходится слышать такие комплименты, что вот русские, они другие, у них другой темперамент, у них другая энергетика, что вот, говорит, там, у меня есть, например, один поклонник, тоже эстонец такой, он уже в возрасте за 50, наверное, он всю жизнь работал в коммуникации, в медиа, вот тоже вот так, в разных пресс-службах. А вот он большой очень поклонник Кофе Плюс, периодически мне пишет на Фейсбуке, вот, и он говорит, что вот я как смотрю телевизион, я вот засыпаю, а вы сразу какие-то вот... При том, что, в принципе, если нас сравнить, например, с российскими ведущими, то, наверное, мы такие вот амебы, да? Нет, смотря с какими. Ну, смотря с какими, это да, но
но в целом, да, в целом все равно вот русские, живущие в Эстонии, они немножко другие, не такие, как русские, живущие в России. Но и еще не такие, как эстонцы, поэтому мы более, может быть, живые, эмоциональные в этом отношении. Ваше мнение по поводу того, как вот эти передачи, ваши, не важно, в данном случае, допустим, возьмем ТВ+, да, наши русскоязычные каналы, и передачи влияют на менталитет людей русских, которые живут здесь, на формирование их отношения, ну, неважно к чему, да? Я понял ваш вопрос. Я просто смотрю, кого ты слушаешь, вот эти портреты и эти вопросы, и я смотрю, кто как отвечает. Ну, до меня тут есть вопросы, мягко говоря, естественно, как у всех. Мне вот интересно, как медиа влияет на наш менталитет, на наши отношения ко всяким разным событиям, особенно к таким. Если коротко ответить, то да, безусловно, влияет. Без влияния невозможно просто, потому что есть такая поговорка, капля камень точит. Да? И если о чем-то говорят постоянно, неважно, как ты к этому относишься, это все равно начинает влиять на твою точку зрения, на твое мировоззрение тоже. Вопрос в том, как, здесь не измерить ни в литрах, ни в килограммах, ни в метрах, ни в сантиметрах. Ну, у вас какое ощущение? Это есть этот процесс? Вы видите? Это, конечно, есть. Я бы не стал переоценивать свою значимость в этом плане, но, безусловно, что-то в этом есть. Безусловно, есть. И вот даже, например, последний взять пример. У меня в среду была передача «Кто кого». Мы говорили о новых коронавирусных ограничениях, которые с понедельника будут. И я бросил в дискуссию такой вопрос. Говорю, что вот буквально сегодня вышла статья, в которой журналистка описывает ситуацию о том, как она приехала в больницу на плановую операцию, которую она ждала полгода. Ее приняли в больницу, ее уже оформили, зарегистрировали. И в последний момент сказали: сори, у нас тут коронавирусных больных привезли, мы сейчас отделение переоборудуем под ковидное, а ваша операция сдвигается еще черт знает насколько. И она возмущалась, что какого черта, почему я должна, почему за мой счет лечат кого-то, кто отказывается прививаться, игнорирует меры безопасности и так далее. Вот. И я спросил, там была присяжный адвокат в студии, я у нее спросил, говорю, а вот теоретически в такой ситуации, вот эта обиженная пациентка, не получившая услугу, которую она ждала, она может подать в суд вот на этого ковидного больного? Или на конкретную больницу, например? И там в ходе обсуждения такая мысль стала развиваться, они говорят, что вот вы опасные очень вещи говорите, что когда об этом начинают говорить по телевидению, у кого-то может возникнуть такая мысль, что действительно так можно делать. И если больницы еще и такими исками завалят, то они вообще ничего не смогут сделать. Вот. То есть все, что было сказано, как говорится, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. То есть все, что говорится по телевидению, в эфире, на радио, неважно где, это все равно имеет какой-то смысл, и так или иначе это какое-то влияние оказывает. В какой степени, мне очень трудно сказать. Еще раз повторюсь, я бы не стал переоценивать какую-то собственную значимость, но при этом я совершенно не исключаю, что есть люди, которые на полном серьезе. А вот раз Титов сказал, значит, наверное, так и есть. Не, я просто о ваших ощущениях, о том, как вы это видите. Ощущения, это, знаете, это извечный вопрос, что делает медиа. Медиа зеркалит, отражает ту реальность, в которой мы живем, или медиа сама конструирует эту реальность? Да. Я бы сказал, что это двунаправленный процесс, и то, и другое. Конечно, медиа реагирует на то, что происходит вокруг, но при этом медиа создает новый смысл. Совершенно. Спасибо за вопрос и за ответ, потому что Андрей прямо высказал ту мысль, которую мы пытались донести, в том числе и музейной лаборатории. Сейчас я выключила звук, у нас здесь идет нарезка. Кстати, здесь с нами присутствует Алина, которая являлась куратором именно вот этой части кухни, где мы сейчас находимся. Здесь такая подборка, в том числе из интервью с ТВ+, Навальный, Собчак, неважно, все это идет. И вот эти портреты, эти вопросы здесь тоже не просто так, что даже человек, который особо не смотрит, не читает новости, правильно, где-нибудь на улице плакаты увидит, или кто-то знакомый что-то расскажет, он такой: да нет, это на меня не влияет, но на самом деле где-то там это оседает. Ну это взять, например, сейчас у нас выборы прошли, да? Казалось бы, это очень многие говорили, эксперты, наблюдатели, я могу ту же самую мысль повторять, они очень скучные были. То есть
в них какой-то вот изюминки, чего-то такого вот особенного не было. Все довольно примитивно. Все рекламные кампании, они сводились к вывешиванию вот этих больших портретов с именем, коротким слогом, там, вы гекяйк, плацпухтакс или что-то вроде этого, вот, и номер кандидата. Казалось бы, ну, 21 век, да, 21 год на дворе, ну, неужели ничего более креативного там не придумать? А зачем? Если что-то работает, это не надо ломать, а это работает. Около торгового центра Кристины, где висели эти большие растяжки, повесили, сразу после того, как только это сняли, повесили рекламу секс-шопа, резиновые куклы с открытыми ртами и слоганы «Теперь выбирай меня». Отлично. Вот это было смешно. Что может быть компасом в современном медийном пространстве Эстонии? Во-первых. Во-вторых, нужны ли разные компасы для эстонского, балтийского и вообще русскоязычных других медиапространств? Все слышали, да? Интересный вопрос про компасы. Но я бы так сказал, если в целом отвечать, да, про какой-то вот компас для каждого человека, то этим компасом может служить потребление разных каналов. То есть чем больше вы разной информации черпаете, тем лучше, потому что на двух, казалось бы, одинаковых новостных ресурсах подача одного и того же события может быть несколько иной. Где-то угол смещен, где-то другие люди комментируют. То есть в этом отношении вам можно будет из вот этих маленьких фрагментов мозаики сложить действительно целостную картину, и вот пазл получится. Если так много времени нет, то нужно выбрать, наверное, один источник, которому вы доверяете. Здесь уже сложнее, потому что это может быть не всегда самый объективный источник, и тем самым вы попадаете вот в такую ситуацию, когда вам начинают транслировать повестку дня исключительно в одном ключе, и вы совершенно не приемлете и не видите другие точки зрения. Поэтому помимо средств массовой информации, конечно, стоит и социальные сети читать, и с людьми на улице разговаривать. Ведь это все помогает нам не жить в таком вот пузыре. То есть, допустим, у меня на Фейсбуке в френдах, да, я не называю их друзьями, это не друзья, это френды. Вот во френдах у меня там есть люди, с которыми, знаете, вот даже здороваться не хочется на улице, встретившись. Но они у меня во френдах, потому что мне тоже интересно посмотреть, что они думают по тем или иным вещам, по тем или иным проблемам, чтобы не оставаться в своем пузыре. Потому что когда очень многие люди в эту ловушку попадают, я сталкивался, к сожалению, даже с коллегами. То есть, казалось бы, журналисты, они не должны быть такими зашоренными людьми, они в это попадают. Они говорят, вот на Фейсбуке сейчас все говорят про это. И что? Это говорят у тебя на Фейсбуке твои друзья, потому что ты подбираешь друзей на Фейсбуке по какому-то определенному признаку. Это те люди, с которыми тебе комфортно, интересно, которые тебе приятны. Естественно, у вас общий круг интересов. Мои друзья об этом не говорят. Вот, пожалуйста, вам два совершенно разных, получается, пространства. В этом отношении, если брать вот какой-то один канал, один источник, то я бы рекомендовал все-таки обращаться к структурам эстонского общественного телерадиовещания, то есть ЕРР, как наиболее в этом отношении независимым, непредвзятым каналам, хотя бы потому, что они не зависят от интересов рекламодателей. То есть, поскольку на каналах ЕРР нет рекламы, то хотя бы вот это коммерческое давление какое-то можно исключить полностью, чего нельзя исключить, к сожалению, в случае частных средств массовой информации. И если большой аптечный магнат владеет большой газетой, и газета пишет про аптечную реформу, но у меня большие вопросы, насколько она объективно освещает эту аптечную реформу. Но это вот так вот, если в целом. А что касается русского, эстонского медиапространства и вот этих компасов, то, знаете, тут можно было бы нарисовать два больших круга, которые в определенной части пересекались бы между собой. Вот это вот наша единая. Что? Зависла картинка. Зависла картинка? А остальные нас видят? Все? Ответ на последний вопрос зависит, я вот слышу, у меня ответ на самый последний. Ага. Эстонское, русское медийное пространство. То есть, если взять два круга, нарисовать вот это эстонское медийное пространство, это русское, вот так вот их можно примерно наложить. То есть какая-то общая часть у них будет, да, безусловно, где они пересекаются, но в целом все равно вот что-то, что лежит
за пределами интересов русскоязычного общества и за пределами интересов эстонскоязычного общества. То есть простой пример, там, то, что у нас сегодня происходит с коронавирусом, то, что у нас сейчас там, не знаю, собрались реформировать систему льготных пенсий, то, что у нас говорят о необходимости повышать зарплату учителям и так далее. Это наша общая тема, если мы живем здесь, в Эстонии. При этом есть большой мир эстонского шоу-бизнеса, который интересует очень маленькую часть русскоязычного населения. Ну сколько вы можете назвать, вот так, навскидку, эстонских, там, я не знаю, популярных групп, например? При этом вы без проблем назовете с десяток другой российских популярных групп. Поэтому я хорошо знаю эту составляющую. Я прекрасно знаю, что если мне надо сэкономить, то есть вот, допустим, у нас был там сложный период, нам нужно было урезать расходы. Первое, что попало под нож, рубрика «Культура». Ну, к сожалению. Потому что на этом я не заработаю. Если я буду писать про музей, я буду это делать в интересах образовательной какой-то вот такой программы, просветительской функции, да? Но, блин, я на этом не заработаю. А если у меня стоит задача выживать сейчас, то извините. В этом отношении общественно-правовые СМИ, они в более выигрышной позиции, то есть они могут делать и то, и другое. Они тоже борются за аудиторию, потому что у нас тоже смотрят на рейтинги. Конечно, мы должны как-то выдерживать конкуренцию с коммерческими каналами, там, с тем же ПБК, например, идем тут. Да. Но при этом это не есть вот такой жупел, да, за которым мы гонимся. Все равно мы и какие-то вот такого рода функции выполняем, и мы это делаем, и мы это будем делать, и это правильно. Там еще был вопрос насчет балтийского, да, медийного пространства. Вот в балтийское общее медийное пространство я вообще не верю. Мне кажется, это любой проект, который рождается, это мертворожденный проект. И вот это все балтийское единство, это тоже такой очень большой миф. Очень, очень грубо, но очень точно в свое время об этом сказал президент Томас Хендрик Ильвис во время какого-то выступления, на что, конечно, дико обиделись латыши и литовцы, когда он сказал, что вот мы, Эстония, это северная страна, а Латвия и Литва это fucking balls. За это тогда он, конечно, отгреб много критики, но по большому счету вот оно так и есть. В свое время, где-то год, наверное, был 13-й, 14-й, поскольку я работал вот в МК Эстония, МК Эстония входила в Балтийский медиа-альянс. Это большой холдинг, у которого центральный офис в Риге, еще представительство в Эстонии и Литве. И мы втроем, значит, в Риге там был такой вот, он работал в новостях на Рижском канале, такой Алексей, парень, вот еще был, даже зовут Дима из Литвы, и вот я из Эстонии. У нас, значит, Алексей всех втроем собрал. У него была такая вот мысль делать раз в месяц хотя бы такую вот передачу на общебалтийские темы. Мы подумали немножко над форматом, решили сделать это в таком ключе. Но это не был такой, как сказать, отчасти, может быть, чем-то было похоже на прожектор Пэрис Хилтон, да? Только не юмористический. Да? То есть мы сидели, просто обсуждали какие-то вещи в ироничном ключе достаточно, где-то с юмором, где-то с сарказмом. То есть это не было такой вот очень академической подачи новостей. Плюс это было разбавлено такими небольшими видеосюжетами. То есть мы должны были выбирать какую-то общую тему для разговора этого. Мы записали одну передачу, это как пилотный проект. Да, для того, чтобы показать ее руководству и посмотреть, куда с этим можно пойти дальше. Мы выбрали одну тему, на тот момент это был общественный транспорт. Да, то есть как раз недавно в Эстонии стал общественный транспорт бесплатным, такие мысли ходили, где-то были и в Латвии, и в Литве. Вот. Мы записали эту пилотную передачу, показали руководству, они сказали, в принципе, может и ничего, но как-то вот перспектив не видим. В общем, так все это под сукном и осталось. И насколько я видел вот подобных проектов, например, есть канал «Настоящее время», у них есть передача «Балтия сегодня». Эта передача, кстати, в эфире тоже идет. Да. Но это такое, кто ее смотрел, вы понимаете, не очень интересно нам про Латвию и Литву смотреть. То есть дело скорее не в теме, а в подходе, в том, как мы эту информацию... Дело не в теме, с одной стороны, да, с одной стороны. С другой стороны, вот если вернуться чуть-чуть назад в нашем разговоре, как я уже сказал, тема тоже, конечно же, играет свою роль, потому что
Но вот культура это не то, что, к сожалению, не то, что идет вот в приоритете. То есть если в городском музее нашли труп под паркетом, про это напишут все. А если в городском музее откроется новая выставка, то это уже гораздо меньше интереса возникает. Ну, увы, да, вот мы в таких вот реалиях живем. У журналистов есть очень циничная поговорка. На английском она звучит good news is bad news. То есть хорошая новость – это плохая новость. Да, и чем хуже, тем лучше. Ну, негатив, он всегда как-то привлекает больше людей. Люди реагируют на негатив. Вот это всегда триггером таким является, то, что вызывает больше отклик, больше эмоций. Ну, Юля, про труп под паркетом запомним. Что был вся вывести? Я смешную хотел историю рассказать, просто чтобы отвлечься. Я однажды рассмеялся в прямом эфире на радио. Ну, такое часто бывает, даже там люди даже друг друга специально смешат. На радио это вообще просто, да, на телевидении это там камеры, там особо не поприкалываешься. А на радио это очень просто. Там кто-то стоит, микрофон что-то говорит, когда не заходит, начинает рожить. Вот, бывает такое. Бывает и просто вот на ровном месте. Я читал новость, причем это даже не просто эфир, там, допустим, ты ведешь какую-нибудь утреннюю программу, но ты можешь рассмеяться, формат позволяет, это новости были. Я читал новость, причем новость была очень печальная. Новость была про Непал. Это где-то, наверное, году в 2005-2006 было. В общем, в Непале случилась трагедия. Наследный принц сошел с ума, застрелил своего отца, перестрелял там еще кучу народа, застрелил своего отца, то есть короля Непала, и покончил жизнь самоубийством. Вот. Ну и поскольку и монарх оказался мертв, и престолонаследник, то временно возглавить престол должен был дядя вот этого вот сошедшего с ума наследного принца. Такая история. Не веселая. Теперь будет весело. Их звали. Принца звали Гейнендра, короля звали Дипендра, а дядю Берендра. И вот когда у меня Гейнендра, Дипендра и Берендра сложились в одном предложении, я не выдержал, начал смеяться. А можно вопрос? А вы вот этот текст получаете перед эфиром за какое время? Вот вам надо... Нет, я сам пишу этот текст. Я сам составлял этот текст. Вот это... Я сам взял эту новость откуда-то из информационного агентства. Я ее отредактировал себе. Я ее даже пробежался глазами перед тем, как... Вообще рекомендуется, конечно, все тексты, которые ты говоришь в эфир, их рекомендуется прочитывать желательно 2 раза. Первый раз про себя, второй раз вслух. За какое время? Честно скажу, что вслух я читаю очень редко. Просто не остается на это времени. Но уже, в общем-то, и опыта достаточно много, чтобы избежать какой-то откровенной лажи в этом отношении. Но стоит прочитывать. И вот тот был случай как раз, вслух я, наверное, это не прочитал или не подумал, что это забавно. А вот когда это все сложилось в пазл, это оказалось забавно. Ты оказался за границей, и какие-то русскоговорящие люди подошли, и даже не обязательно русскоговорящие, спросили: ты откуда? Почему ты говоришь по-русски? Ты из России? Ты говоришь: нет, я из Эстонии. А ты кто? Ты русский или эстонец? И начинается в голове структура строится. Значит, я белоруска, родилась в Таллине. Белоруска я по крови. У меня родители оттуда приехали. Я живу в Эстонии. Эстония моя родина. Я не могу сказать, что я русская. Я не эстонка, и я не белоруска. Я эстонская русская. Поди объясни это. Вот, Андрей, ты кто? Да, я напомнил, это у Довлатова, да, там было, где спросили у кого-то, не помню, по каких персонажей шла: вы еврей? Он говорит: я русский, а я американский. Вот, да, эстонские и русские. Ну да, эстонский и русский, если вот такую конструкцию употребить, хотя за границей, например, если такие вопросы возникают, то чтобы просто не париться и не вдаваться в пространное объяснение, если мне это в данный момент не интересно, нет времени или еще какие-то причины, я просто говорю: I'm Estonian, I'm from Estonia, и все. Вот. Если уже заходит разговор дальше, если уже там располагает к этому время, пространство и настроение, да, тогда уже продолжается. I'm from Estonia, but I'm Russian as well. Да? И дальше ты начинаешь рассказывать эту длинную историю, почему, собственно, так оно все получается. А так да. Более того, я скажу, мы, например,
например, когда ездим отдыхать, там, были в Турции там, или в Египте, даже в магазине, если мы шли куда-то в магазин, мы между собой с женой разговаривали по-эстонски. Потому что там все продавцы говорят по-русски, они очень навязчивые, очень приставучие, а когда ты говоришь по-эстонски, и когда он к тебе начинает приставать, ты говоришь «Вабандуст, пойдам», вот этот вот момент навязчивости, он сводится к нулю. Да. Вот так. В этом плане, да, Россия для меня чужая страна. Я не скажу, что мне там, например, совсем безразлично, что там происходит, но по большому счету, да. Не безразлично, может быть, с точки зрения какой-то общечеловеческой, но вот где-то там внутренние струны моей души это не трогает совершенно. Хотя я родился в Питере. Я даже родился не здесь, я родился в Питере, но, опять же, по странному стечению обстоятельств, просто родители там учились. Они учились там в университете, а отец в Институте культуры на режиссера, мама в ЛТИ на электротехника, Ленинградский электротехнический институт. До сих пор вспоминаю эту шутку, она говорила там, у них так говорили, у кого ума нет, тот идет в ПЕД, у кого стыда нет, тот идет в МЕД, а кому некуда идти, тот идет в ЛТИ. В принципе, с 80-го года, в 79-м я родился, с 80-го, в общем, живу в Эстонии, можно так сказать. Так что это моя родина, считаю, абсолютно. В самой России, когда, я так понимаю, когда у людей спрашивают, они кто по национальности, это вообще вопрос, по-моему, ну такой многогранный, ну как могут там, допустим, башкиры, удмурты и так далее называть себя русскими, с одной стороны, с другой стороны, это испокон веков повелось исторических, если все даже наши балтийские немцы становились русскими. Иван Федоровичами, и вот да. это понятие да. российский, русский, оно настолько перемешано, оно настолько неконкретно, и понимаете, точно так же и здесь получается. Там есть здесь языковой нюанс, да, можно сказать русский, можно сказать россияне. Это разные вещи. Да? А то же самое, например, Все смешалось. есть латвиец, есть латыш. В Эстонии вот нет такого. Эстонец, нет. Есть одно очень корявое слово, я его дико не люблю и по возможности стараюсь избегать, это эстоноземелец. Это оно... Ну да, это вот по сути калька с эстонского, вот эстоноземелец. Мне оно не нравится, я его стараюсь не употреблять вообще. Но это отражает то, что вот кто живет на территории Эстонии, да. Потому что мы, если мы начинаем погружаться в то, что мы не русские, да, как, ну если так конкретно, если ты белорус, то ты вроде не должен говорить, что ты русский. Но я не могу сказать, что я эстонка, правильно? И я живущая в Эстонии, но я не эстонка. И вот этот момент, знаете почему? Это не так уж и важно для жизни на самом деле. Главное, что здесь моя родина, главное здесь, что твоя родина здесь. Мы там чувствуем себя так или так. Но это важно, может быть, для определения своего места. Вот нас много таких людей, живущих в Эстонии, там 25%. А мы кто? Мы диаспора? Или мы часть населения? Или как? Потому что, сравнивая с музеями, какие существуют за границей, ну, мы не берем Россию, Россия там нация живет, да, везде какие-то дома диаспор, каких-то иммигрантов. Я не хочу сказать... У нас есть армянская диаспора. Вот, мы не диаспора. Да, да. Русской диаспоры у нас нет. Тогда мы русская община получаемся. Как вот найти вот это правильное слово? В русском языке сложно найти это правильное слово. Я почему-то вспомнил сейчас одну конференцию. Это был год, наверное, 2007-2008. Да, наверное, это 2008, как раз после бронзовых ночей, когда тут очередное обострение на всей этой почве случилось. И на конференции выступал Ильвис, который тогда был президентом, и он сказал, он призвал, так сказать, отказаться от употребления слова «мураны». То есть это, как это? Другой какой-то. Да? Вот. Оно очень активно употреблялось и было в лексиконе. Сейчас его действительно практически не услышишь уже. И тогда с подачи вот этой речи Ильвиса возникла достаточно широкая такая общественная дискуссия относительно того, как вообще называть людей, вот живущих здесь, что вот русские это не совсем верно, потому что здесь и белорусы, и азербайджанцы, и армяне, которые говорят по-русски, русскоязычный какой-то вроде бы корявый термин. Вот. И я в этом отношении там, для себя сформулировал эту позицию примерно так. Ну вот есть хорошая поговорка, которая гласит, ну вот хоть горшком назови, только в печь не сажай. То есть мне в принципе все равно, как меня будут называть, если при этом отношение будет нормальное. И наоборот,
Вы можете как угодно меня словесно облизать, но когда я отвернусь, пинка под зад дать, и тогда это тоже никакого значения уже не имеет. Вы понимаете, что я часто с французами общаюсь, и у них в этом плане очень хорошо. То есть, когда с ними общаешься, и когда они спрашивают, кто я, и они там точно так же говорят. Если у него паспорт французский, значит он француз, но они добавляют обязательно происхождение свое. Они так и говорят. Je suis français, mais d'origine. И вот это origine оригинальное, то есть происхождение, они добавляют кто. И когда меня спрашивают, я точно так же говорю. Je suis estonienne d'origine russe, но русского происхождения. Эстонка русского происхождения. Кстати, хорошо, Вот только длинный. очень просто. Кстати, насчет Франции, возможно, вы это тоже видели, есть одно такое юмористическое видео, ну типа короткого фильма, да, вот где приезжает женщина, приезжает во Францию, да, и вот ее там встречают, подряд они проезжают несколько городов. Ну, условно говоря, в Марсель приезжает, она такая, ну вот что, это Франция, говорит, детка, Марсель это не Франция. Она едет в другой город там, ну вот это Франция, не, Франция это вообще какая-то ерунда, это вот у нас здесь вот это вот. Наконец она приезжает в Париж и говорит, ты что, ну Париж это тем более не Франция. Да. Даже если не брать очень глубоко, вот, например, да, про себя скажу, если не брать даже, не копать глубоко, взять хотя бы вот до бабушек, дедушек взять. Да. Получается, я русский только на 50%. На 25% я латыш, а на 25% я украинец. А если еще дальше копнуть, то там русского еще меньше останется. Там уже и евреи появятся, без евреев никуда. И эстонцы наверняка какие-нибудь окажутся, черт его знает. Так что вот. Русскую диаспору, да, условно говоря, она здесь тоже есть. И она состоит из таких понаехавших, да, как я, например. Я здесь еще в худшей ситуации, потому что я в миграции фактически. И хочу сказать, что это очень интересно, на самом деле, для людей, потому что ты едешь в русскую, ну окей, Эстония, много русских, я сейчас приеду, буду как дома. Нет, вообще нет. И местные русские, они... Человек волк. Да нет, они совсем другие русские. Да. То есть, вот для меня местный русский, это фактически наполовину эстонец. Ну, извините. Да. То есть, по ментальности совершенно другая. Все совершенно, ну, даже язык, да, совершенно другой. Хотя я сейчас уже тоже начинаю говорить, вот, все красивая погода и так далее. Вот, поэтому даже русскому, приехавшему сюда, очень сложно вписаться, ну, в эстонскую, условно, назовем это тусовку, да, сложно, но не менее сложно оказаться и в русской среде здесь, тому, кто приехал. То есть, несмотря на то, что вроде бы мы говорим все на одном языке, но вот, непростой путь. И русские, да, собираются своими отдельными стайками, да, у нас там какие-то тусовочки свои все равно есть, и оказаться вот здесь вот среди местных русских тоже бывает непросто. Да, это очень точное замечание, на самом деле. Но что касается языка, да, то есть это как бы очень такой вот показательный момент. Люди, которые много общаются с эстонцами, живут с эстонцами там или работают в эстонских коллективах, они действительно по-русски начинают говорить очень странно. То есть это не массовое явление. Я, например, не говорю красивая погода. Я первый раз что слышу, что по-русски. Ну и русский, да, но я не говорю красивая погода. Я был сейчас мимо Валада Сараника и площадь Свобода, и там был митинг, я так понимаю, против решения правительства коронавирусного кризиса и против вакцины в то же время. И я не знаю, как отнестись к этому, можно это сказать, но душу греет то, что я увидел там минимум русскоязычных плакатов или не увидел вообще. Не знаю, должно это душу греть или нет, потому что обычно, если какая-то плохая компания, то всегда это вот эти русские ребята. А я скажу, на самом деле, вот это не греет душу. Я бы как раз хотел увидеть там больше русскоязычных плакатов. Знаешь почему? Это показывает не то, что русские, ну, типа как-то сознательнее к этой теме относятся. Это показывает просто, что они менее активны в общественном смысле. То есть они будут сидеть у себя на кухне, говорить это, они не пойдут туда. Они потому что они, да. Я бы вот объяснил это так, правда.
Андрей, как ты думаешь, это свойство вообще характера русского в принципе, или это местные русские? То есть это больше к нам относится, эстонским русским, или вообще ко всем? Думаю, ко всем. Не знаю. Честно, очень трудный вопрос. В целом у нас здесь какая-то действительно своя такая особая ментальность. И у нас очень спокойная жизнь. У нас какие-то вот такие митинги, это действительно огромное потрясение. Если мы посмотрим на ту же Францию, как там бастуют, митингуют, жгут машины, переворачивают автобусы, это вообще отдельная история. Вот. А Эстония, да, она вот к таким вот северным странам скорее примыкает, и совсем по-другому. В России же тоже есть многотысячные митинги. Взять хотя бы вот те же товарища Навального и его сторонников, которые организовывали огромные просто по масштабам своим демонстрации в городах. Ну, то есть мы говорим больше тогда про наших. Вот ты говоришь, а наши будут неактивны, будут сидеть. Наши, да, я говорю, конечно, про наших местных. А почему? Почему, как ты думаешь? Что мешает вот этим вот, в кавычки возьмем, русским нам, да, эстонским русским, быть активными? И мешает ли? Ну, навскидку, не анализируя глубоко эту тему, навскидку я бы назвал две причины. Первая, это то, о чем сегодня здесь уже вскользь говорилось, это дезорганизованность местных русских, когда мы не можем говорить, что у нас есть какая-то вот своя единая община. И вторая причина, тут даже вторая и третья, наверное, вытекает, это уходит корнями в историю лет на 30 назад, когда Эстония стала снова независимой, и у многих местных русских с годами зрело вот это чувство, что от нас ничего не зависит. Да, согласна. Вот. От нас ничего не зависит, и вот то, что сейчас делают, это же все пошло, ну это же пошло как бы из эстонскоязычного пространства, да, фейсбучного. Вот эта акция протеста родилась. И определенные там политики, которые эту тему у нас оседлали, они тоже, в общем, политики эстоноязычные, да. И поэтому вот на этом празднике жизни, да, русские, может быть, себя немножко чужими чувствуют. Нету такого, что мы русские здесь испытываем некий ложный стыд. Даже признать иногда, что вот мы русские. Мы стараемся там, да нет, я наполовину белорус, я наполовину украинец или что-то типа этого. Но я сама этого замечала. Кто-то возможно. И поэтому, может быть, это объяснение, почему у нас нет вот такой общины русской. Может быть, не знаю, у меня никакого такого ложного стыда абсолютно нет. И упомянув о том, что я на 25% латыш, а на 25% украинец, я говорил про это в другом контексте. Но мы же все равно идентифицируем себя как русские. Да, конечно. Да. И говоря, что я живу в Эстонии, я говорю, что я русский. Мне опять же из моего любимого писателя Довлатова фраза вспомнилась, да, когда он работал на радио «Свобода» в Нью-Йорке. Он говорит, там была такая в произведении у него фраза, что у нас на радиостанции работают два охранника. Один белый, второй афроамериканец. С белым я здороваюсь как с равным, перед негром чуть-чуть заискиваю. Видимо, я демократ. Вот. И опять же, в силу вот исторических причин, в силу какого-то определенного вектора развития нашего общества, который был взят 30 лет назад, это абсолютно объяснимо. Ну, я вот не соглашусь, что это какое-то массовое явление. Абсолютно. Опять же, все очень индивидуально. Во-первых, хочу сказать, что вы считаете себя эстонским русским. И меня интересует, как вам кажется, повлияло вот это... Что значит быть эстонским русским в Эстонии, как это повлияло на ваше становление, особенности вашей карьерной деятельности? И повлияло ли это как-то вообще, как вам кажется? Это, с одной стороны, один вопрос, а более глобальный. Вот мы говорим, что мы все вроде такие разные. Можем ли тогда мы вообще говорить о какой-то русскоязычной или русской культуре в Эстонии? Что это такое? Какие элементы могут быть составляющими или являются уже составляющими так называемой русскоязычной культуры в Эстонии? Вот, это такой глобальный. Ну, второй глобальный вопрос, мне кажется, гораздо более простой, как ни странно. Потому что, ну есть определенные какие-то
установки, что такое русская культура. Там. Ну, условно говоря, русская культура — это тот же Пушкин, это тот же Чайковский, это тот же Васнецов. Вот, ну как-то вот так вот мы можем понять, что такое русская культура. Да? То, что делалось людьми, которые себя идентифицировали как русские, то, что делалось на русском языке, если мы говорим о литературе, вот здесь как раз-таки все довольно просто, как мне кажется. А вот первая часть вопроса, как повлияло на становление, ну... Мешало, может быть, как-то, нет? Да не то чтобы мешало, и не то чтобы повлияло. Ну просто по факту получается, вот как данность, я то, что я есть. Я там, где я есть. Вот так и повлияло. Потому что если бы я вдруг был человеком с каким-то другим родным языком или жил бы в другой стране, то, соответственно, я бы сейчас здесь не сидел, а был бы где-то в другой аудитории, в другой компании. Вот так это и повлияло, что я ходил в русскую школу, я, окончив школу, поступил в университет, пошел работать в русскоязычное средство массовой информации. И я не владел эстонским на таком уровне, чтобы пойти, например, работать на эстонскую радиостанцию. Сейчас уже поздно, наверное. Никогда не поздно. Да не надо. А учился на русском языке в университете? В университете у нас была такая смешанная модель обучения, то есть у нас часть тогда еще, в общем, в 97 году тогда еще у нас было много предметов на русском языке, а потом, вот, когда я пошел уже учиться в магистратуру в 2008 году, у меня уже почти все обучение было на эстонском, за исключением каких-то там профильных предметов. То есть, допустим, там переводы мы когда делали, да, там теория перевода и конкретно вот вещи, то есть нас учили переводить на русский язык, да, поэтому там что-то было на русском языке. А тогда еще в конце 90-х, тогда было много по-русски, причем у нас был такой забавный философ Юрий Эйнтл. Он на первой лекции спросил, там собралось несколько курсов, там сидело человек 200 в аудитории, он спросил с дуру: я смотрю, что здесь все почти русскоязычные, вы хотите, чтобы я читал лекции на русском или на эстонском? Все сказали: на русском, конечно! И вот он бедняга, целый год мучился на русском. Он неплохо говорил, но ему это все-таки было тяжело. Как сейчас помните, что он рассказывал про эти логические парадоксы, да, и вот это с таким акцентом говорит: закатка такая, у языка короткие ноги, вывод, язык бегает медленно. У зайца длинные ноги. Какой вывод? Ну, значит, заяц бегает быстро? Нет, значит, зайца это не язык. Я немножко иначе понимаю этот вопрос. Например, Ян Каплицкий написал сборник стихов, выпустил на русском языке. Является ли это тоже частью русской культуры? Да, конечно. Я имею в виду местное пространство, то есть эстонское пространство, наша культура русская, да, и эстонско-русская, вот как бы ее значит. Если Ян Каплинский написал стихи на русском языке, то есть это именно не перевод, а стихи, написанные на русском языке, то я считаю, что это часть русской культуры. Это очень хороший пример, кстати, такой интересный. Но при этом вот это нас опять в сторону вот этих логических парадоксов уводит. При этом это можно считать и частью эстонской культуры, потому что Ян Каплинский все-таки эстонский писатель. Это очень интересно, кстати говоря. Это вот как в сборной России по футболу играет натурализованный бразилец Марио Фернандес. Марио Фернандес – российский футболист, но при этом он и бразильский футболист. Вот интересный парадокс. А с другой стороны, вот если так задуматься, а насколько это принципиально? Вот нам провести конкретно вот эти границы, вот здесь водораздел у нас, тут русская культура, тут эстонская, тут какая-то еще. Насколько это важно, зачем это нужно? Мы не делаем границы между русскими, эстонцами, казахами, евреями и так далее. Все, кому интересна местная эстонская, русская культура, могут прийти сюда. Может быть, Eesti-Vene музей? Может быть, музей тогда, а по-русски как? Эстонских, русских, опять, понимаешь? По-эстонски очень многие слова четко звучат. Eesti-Vene, Eesti-Vene, эстонский, русский. Что-то такое широкое, да. А на русском, да, языке по-другому. Все время возникает вот этот вопрос, а правильно ли? Ну да, там очень много всего было. То есть
Это даже не вопрос, это вот такое рассуждение, что у нас нет четкого понимания, надо нам эту границу, не надо, поможет это нам, не поможет. Вот, может быть, какое-то мнение. Для меня это не принципиальный вопрос. Рассматривать как вопрос экзистенциональный, да, то для моего ежедневного существования, для моей работы, для моего пребывания в семье, общения с друзьями, это совершенно не принципиальный вопрос. То есть, в конце концов, ничего не изменится. Мы начертим эту границу вот здесь, или мы ее сместим чуть-чуть туда. Отнесем мы стихи Каплинского на русском языке к русской культуре или к эстонской. Мир не перевернется, и завтра мы зарплату не повысим. Как-то так. Мы все мыслим так или иначе, в большей или меньшей степени, мы мыслим какими-то штампами, мы мыслим какими-то клише, мы живем по шаблонам. У нас очень сильны стереотипы, которые распространены, и они оказывают влияние на всю нашу жизнь. Поэтому нам так важно, может быть, вот разделить это. Жизнь постоянно ломает стереотипы. Опять цитата из моего любимого Довлатова, да? К нам в часть прислали нового солдата, все думали, еврей оказался пьющим человеком. Ну вот наша выставка тоже, наверное, ломает стереотипы, я думаю. Да. И это только первая часть, потому что мы хотим все-таки собрать постоянную экспозицию на базе вот обратной связи, и наша встреча тоже часть. Андрей, как ты думаешь, что наших местных русских объединяет тогда? Если у нас нет диаспоры, это действительно это исторически так сложилось, что там в период Эстонской республики дали возможность, да, иностранцам объединиться, евреи объединились, например, а русские не смогли. А что все-таки может объединить? Язык в первую очередь. Ну вот мы тоже, так, если честно, здесь рассуждаем, неважно какие корни, главное, что какой основной язык. Так, навскидку язык, потому что язык это, так или иначе, это одно из основных наших, как бы это сказать, орудий, не орудий. Ну, это основной инструмент, который мы используем каждый день в повседневной коммуникации, с кем бы то ни было, с чем бы то ни было. То есть язык, неважно в какой форме, устный, письменный, это язык. Да. Опять же, с культурой тут все сложнее. Тоже сложнее, да. Если мы говорим, например, о литературе, то да, здесь вот очень важно, например, это русская литература, там, эстонская литература или немецкая. Я не знаю немецкого языка, я могу прочитать Гёте только в переводе. Да, и никак не могу вот в полной мере впитать в себя вот эту немецкую культуру. А когда я слушаю там музыку Вагнера, то, ну, блин, какая разница, это написал Вагнер, Чайковский или Тобиас. Правильно. Ну, тут, знаете, тоже нет единой формулы, потому что у всех эта степень общественной активности и вовлеченности в происходящее, она разная. То есть это личный выбор, это вот если ты так чувствуешь, вот, да, если ты себя так ощущаешь. Да, даже далеко ходить за примером не надо. Вот взять, например, даже мою семью. У меня вот жена, например, она человек совершенно далекий от всех вот этих общественных, политических процессов. И какие-то вещи, вот, которые меня могут волновать до глубины души, она просто искренне не понимает, а в чем, собственно, смысл вообще? А какого черта ты вообще тут о чем-то думаешь и задумываешься, зачем? Ее какие-то гораздо более приземленные вещи, простые, интересуют. Это не значит, что там, она хуже или я лучше. Просто мы разные. У нас разная степень удовлетворенности может быть в зависимости от получения там, тех или иных сигналов извне. А дети в какую школу ходят? 2 в русскую, 1 еще никуда. Совсем никуда, не в сад. Ну, в сад ходят, да. Ну, там у них там такой маленький сад. Кстати, я вот тут тоже искал хорошее слово на русском языке, спрашивал своих московских знакомых. Вот в Эстонии есть понятие «ласты ходит». Да. Вот. То есть, если перевести дословно, уход за детьми. Уход за детьми. По сути, это как мини-детский сад, обычно частный. У меня ходил ребенок ласты. Вот, как по-русски ласты ходит? Ласты ходит. Это не первый год такой. Ну, не знаю, ясли такие. До 3 лет. Это в любом детском саду есть ясли, есть дальше уже детский сад. Да, есть ласты ходит, а есть частный детский сад, да, здесь это отдельные. Но я вот видите, я даже в языке говорю, что ласты ходит, а я понимаю, что Ласты ходит. Не, ну в этом плане русский язык, он вообще такой, он как губка впитывает в себя
Эстонцы, поскольку их мало, носителей языка меньше миллиона, они придумывают постоянно новые слова. И в этом отношении даже Институт эстонского языка каждый год же проводит конкурс, да, на лучшее новое слово, которое было введено в оборот. В этом плане русский язык, он гораздо более простой. Он берет в себя, у русских просто нет такого опасения, что с языком может что-то случиться, он вымрет, да, потому что слишком много носителей. Одно из последних я узнал новое эстонское слово «суна мудия». По-русски это инфлюенсер. По-русски это инфлюенсер. Иногда у меня разве что искреннее недоумение возникает, ну почему так? Ну как? Ну за что? Ну вроде бы вот, ну вообще ниоткуда прилетело. А то, что на какое-то мнение всегда найдется еще много мнений, ну, тут могу еще одну цитату вбросить не совсем приличную. Как говорил издатель журнала «Хаслер» Хью Хефнер, мнение как задница есть у каждого. Так что, ну что ж поделать. Аудиторию нужно подпитывать. Опять же, к вопросу о том, что делает средство массовой информации, оно зеркалит реальность или конструирует эту реальность, то же самое, что делает средство массовой информации с аудиторией. Оно подстраивается под интересы своей аудитории или оно как бы образовывает свою аудиторию. В идеале, конечно, и то, и другое в какой-то определенной пропорции. Несмотря на то, что у меня 25% латвийской крови, я не говорю по-латышски. Вот, я знаю тут пару неприличных выражений. И там тоже глагол «платить», он похож на нашу максимум, но чуть-чуть другой. И вот в Латвии говорят русские «максать», а у нас «максамать». Paldies, lūdzu. Поставить морковь в суп, то есть поставить. 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 Это излюбленный прием эстонских иллюзионистов, оно у них действительно стоит.